Здравствуйте, уважаемые зрители канала Bashkortization. Видео называется «Волонтерский проект 01». Это очень важное и насыщенное по информации видео. И прошу обратить на него серьезное внимание тем людям, кто хочет переводить и помогать переводу на башкирский язык фильмов и мультфильмов, видеоконтента. Итак, у нас есть канал Bashkortization. Заходим в плейлисты. В плейлистах находим плейлист, который называется «Переводим на башкирский». Обращаю ваше внимание, что все видео здесь, вот в этом плейлисте, имеют важность определенную. Поэтому я советую все их смотреть по порядочку. Вот тут у меня было в октябре 2017 года обращение в Курултай по поводу переводов на башкирские фильмов, мультфильмов. Дальше у нас есть видео, которое называется «База данных». Заходим в это видео. Сделать следующее. Это видео содержит информацию по всем художественным фильмам и мультфильмам на башкирском языке, которые я знаю, о существовании которых я знаю. Если вы опуститесь сюда и вот в описании увидите ссылку на базу данных, нажмете сюда, то эта база данных откроется перед вами. И как вы видите, здесь у нас на текущий момент 51 мультфильм и какое-то там количество фильмов. И 46 фильмов. Эта база данных пополнилась с момента 7 января 2020 года на какие-то фильмы и мультфильмы. Да? Вот, например, появился вот такой фантастический фильм, который FTL, Faster Than Light, то есть быстрее, чем свет. Давайте немножко перемотаем. Капитан, осы алды текшеруін башларғадыр біз. Кабул etildi. Телеметрия мәгълүматларының тәмин ителешенең тәмамлануын көтәбез. Барыгыла яхшы, эдермен. Баш Ну и так далее. Да? То есть вот, собственно, что я хотел сказать. Появился новый фильм, я его включил в базу данных. С мультфильмами. Ну, с мультфильмами появились вот за этот период 4 мультфильма на башкирском, благодаря каналу Bashkortization. И вот у нас, благодаря Фалян Таган, появились Gravity Falls, сериал. То есть заходим сюда, у нас вот Марсель Урманшин, и у него получаются вот такие вот коротенькие на башкирском языке. То есть мы видим на башкирском языке сериал, соответственно, Gravity Falls, там по 2-3 минуты идут. В принципе, ну, такое хорошее начинание, я очень поддерживаю, и поэтому, соответственно, я включил эту базу данных. Да? Если у вас есть информация про какие-то другие фильмы, мультфильмы на башкирском языке, присылайте, я их тоже включу в базу данных. Следующий момент, на который я хотел бы акцентировать ваше внимание, это то, что у нас вот в этом плейлисте есть еще видео, которое связано с VLC Media Player. VLC Media Player – это информация про видеоплеер, очень хороший, который полезно использовать тем волонтерам, которые будут переводить на башкирский язык фильмы и мультфильмы, у которых есть проблемы с интернетом. То есть вы пытаетесь перевести, допустим, субтитры на башкирский язык через YouTube, но у вас плохой интернет, все время обрывается связь и очень плохо все получается. Вы можете скачать VLC Player, скачать само видео, смотреть это видео, скачать субтитры. И, собственно, ну, вы видите здесь, да, на картинке. То есть идет как бы видео, идет соответствующие субтитры на соответствующем языке, который вы перевели, и вы можете зачитывать текст и делать аудио. Да? То есть, если вы, допустим, живете в сельской местности, у вас серьезные проблемы с интернетом, воспользуйтесь этой возможностью. Посмотрите видео VLC Media Player, очень подробно я рассказываю там, как это использовать. Теперь давайте, это такие вводные моменты, которые я говорил. Следующее, что я хочу сказать, это именно непосредственно про волонтерский проект 01. В данном проекте я предлагаю перевести 3 мультфильма. Это «Пионеры вселенной», «История Плутона» и «Том в диванном мире». То есть 3 мультика. Вот они также лежат у нас в плейлисте «Переводим на башкирский». То есть эти 3 мультика под волонтерский проект 01. Давайте теперь поговорим про него более подробно. Волонтерский проект 01. Заходим сюда. В первую очередь заходим, я вам хочу рассказать по поводу того, как помочь переводу на башкирский. Ну, такая краткая инструкция. Да? Заходим сюда.
Вот у нас ссылка на канал, мой электронный адрес, shamagildin2@gmail.com, мой WhatsApp, номер телефона. Можно даже поближе сделать, если вы не видите. 8 925 998 1993. Для того, чтобы вам помочь, волонтерам, на башкирский язык перевести фильмы и мультфильмы, вы вначале заявляете мне об этом по WhatsApp. После этого я захожу в соответствующий фильм, да, допустим, вот сюда, «История Плутона», например. И вот здесь вот пишу, тут в комментариях, они будут подключены, я пишу от имени Bashkirtization канала, пишу, что волонтеры уже есть для этого мультфильма, поэтому не нужно мне писать, так как есть уже волонтер, который этим занимается. После того, как я это сделаю, вы уже можете непосредственно приступать к переводу. Вы переводите на башкирский язык субтитры, ну, либо сами субтитры с РТ, либо в Word, не имеет значения, и посылаете мне на электронную почту. Если голос ваших друзей, родственников, детей подходит для озвучивания мультфильма, фильма, то вы записываете соответствующие аудиофайлы и посылаете с этой озвучкой также их мне. Вкратце это выглядит так. Теперь более подробно. Значит, ну, давайте я зачитаю. Я лучше зачитаю, а потом покажу. Ну, опять же, вы заявляете мне о вашем желании. После этого вы переводите на башкирские субтитры с русского языка. Нужно иметь в виду, что дословный перевод не нужен. Перевод должен быть корректным по смыслу, самое главное. Длина переведенной фразы на башкирском должна вмещаться примерно в открывание рта персонажей из мультфильма фильма. Это не всегда актуально, потому что если промежуток между фразами достаточно большой, то есть паузы, то есть первый сказал персонаж, потом второй, потом опять первый, и между ними большие промежутки времени, тогда это не принципиально. Если они быстро тараторят, то есть один сказал, второй сразу отвечает, потом первый опять отвечает и так далее, то нужно, чтобы эти фразы умещались. И поэтому иногда придется менять фразы, делать их какими-то более короткими, чтобы, соответственно, они вмещались в длину мультфильма и в длину открывания рта и так далее, и так далее. Дальше. Звук, то есть аудиозвук, который вы делаете. Звук должен быть без посторонних шумов, эха и шипения. То есть вы в комнате закрываете все двери, закрываете окна, берете диктофон. Да, диктофон. И вот я беру, допустим, диктофон от айфона. То есть от айфона вполне нормальный диктофон подходит. Может быть, у вас есть какой-то другой приличный диктофон, и вы на него записываете. Да, вот, допустим, сейчас я запишу какую-нибудь там фразу на диктофон. Салям башкорттар. Bashkirtization сын был фраза. Ну, я там какой-то бред сказал. Салям башкорттар. Bashkirtization сын был фраза. Все, да, то есть как бы. То есть вместо той фразы, которую я сказал на диктофон, нужно записывать из субтитров на башкирском соответственно, то аудио, которое должно быть для мультфильма, для фильма. Так. Звуковые файлы должны быть пронумерованы согласно появлению в фильме и мультфильме. То есть, если у вас будет один длинный звуковой файл, то не нужно его нумеровать. Если будет много звуковых файлов, то нужно там 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Их нумеровать. Вот, например, у нас есть мультфильм «Синтел», да? И вот у нас есть субтитры на английском. Давайте вот на русском лучше откроем. Вот субтитры на русском. Номер 1, 2, то есть первая фраза, вторая, третья, четвертая и так далее. Да? Мы видим это. Вы можете прямо сразу их брать и переводить на башкирский язык. Вот они уже переведенные на башкирский язык. То есть, грубо говоря, вы получили, либо скачали сами субтитры на русском, переводите их на башкирский. Вот, допустим, там какую-нибудь фразу. Рахмет там, да? Тимек. Рахмет. Это вот пятая фраза «спасибо». Рахмет. Перевели на башкирский. Там, да? Итак, Тимек там, да? Или «Мин берявдэ дляем». Там 8-я фраза. «Я ищу кое-кого». Вставили. Вставили все эти фразы, перевели на башкирский, сохранили. После того, как вы все это сохранили, вы открываете, допустим, Синтел. Он идет изначально на английском. Bashkirtization YouTube канал.
И, допустим, вот эти вот башкирский вариант с субтитрами вот сюда вставляете. Demek, haklası var yerine. Yine nime keltirdi. Мин берәүҙе эҙләйем. Һинең өсөн бик тә ҡәҙерле берәүҙеме? Туғаныңдымы? Аждаһамды. Видите, да? То есть у нас есть, получается, под соответствующими номерами звуки. Вот давайте посмотрим. Мин берәүҙе это 8-й звук. Соответственно, здесь у нас есть под цифрой 8. Составим. Ҡыуып еттең кәле! Әйҙә! Нет, вот это вот. Рәхмәт. Үҙемде хәтерләгәндән алып, аждаһамды. Слышите, да? Мин берәүҙе эҙләйем. То есть вот это вот очень хорошая работа. То есть вам нужно прислать список файлов, аудиофайлов, соответствующей интонацией, голосом. Человек, который читает, должен обладать соответствующим голосом, как персонаж в мультфильме. Перевести субтитры. То есть вот вы, допустим, получили русские субтитры, на английский перевели, потом их зачитали, несколько актеров, ну, либо вы там, члены вашей семьи, друзья и так далее, да, и присылаете мне на электронную почту в качестве, значит, финального варианта аудиофайлы и сам текст, переведенный на башкирском языке, да, присылайте все это на почту shamagil2@gmail.com. Соответственно, если все хорошо, то я как бы ничего вам не говорю. Если есть какие-то проблемы, допустим, фраза слишком длинная на башкирском не умещается, там, или слишком много шипения, или какие-то другие некорректности, то я буду вам, соответственно, об этом говорить, для того, чтобы вы могли это переделать. Ну и дальше тут вы видите требования. Длина реплик персонажа должна быть такой, чтобы примерно вмещаться в открывание рта персонажа из мультфильма, фильма, и по интонации примерно соответствовать интонации персонажа. Необходимо также присылать аудиофайл на башкирском с текстом. Ну там, да, это вот понятно. В общем-то, вот, как помочь переводу на башкирский. Следующий момент. У нас есть файл, который называется «Волонтерский проект 01». Давайте откроем его. Здесь подробно все расписано. Сам этот файл будет в описании к этому видео. И более того, вот эти все файлы, которые есть, они будут в Google Drive, включая и даже видео. То есть видео вы, допустим, вот «Пионеры Вселенной», да? Например, «Пионеры Вселенной». То есть вот это видео «Пионеры Вселенной». Открываем его. Да, ну и обязательно, кстати говоря, вот я что хотел сказать. Тут фраз очень мало, то есть не очень много, поэтому я думаю, вам будет очень просто это сделать. Вот обратите внимание, в самом конце вы вместо, допустим, вам нужно произнести там, вместо Башкорт Башкортбаев произносите, как вас реально зовут, да, соответственно, и так далее, да. И вот, я немножко запутался, вот сейчас, вот смотрите, то есть вот эта вот ссылочка на YouTube, вот она, вы ее копируете. Если вы ее вставите, то вы вот попадете вот на вот это видео. Давайте проверим. Вставляете? Видите, да? Вы выбираете настройки, субтитры, русский язык. Вы же с русского будете переводить на башкирский. И читаете все, что нужно. То есть вы можете это сделать либо в YouTube, используя YouTube, либо скачать сами видеофайлы и непосредственно на компьютере это делать. Вот эта вот ссылочка вам для удобства тоже дана. Это у нас в Google Drive все то же самое. Заходите сюда, у нас Google Drive, и там тот же самый мультик идет. Видите, да?
Это у нас русские субтитры, то есть файл с RT, с расширением SRT. То есть вот этот файл. Пионеры вселенной SRT. Вот текст под него, да? Кстати, не так уж и мало текста. Соответственно, вот под него ссылка. Вот эту ссылку берете, скачиваете и так далее. То есть под каждый мультик у нас есть на YouTube ссылочка, с Google Drive ссылочку можете скачать, если вы не дружите с YouTube. И ссылка на субтитры. Единственное исключение — это том в диванном мире. Там есть у нас Excel на русском языке. Вот давайте я вам покажу. Excel на русском языке. Вот. С примерным переводом на башкирский язык. Примерный перевод, поэтому вы исправьте. Если считаете, что там что-то нужно исправить, то можете более правильно, соответственно, перевести. Это я с английского переводил на русский. И вот тут на башкирском языке. Примерный перевод. Опять же, ссылочка на примерный перевод, она дана здесь, в этом файле. И она же будет в описании к этому видео. То есть все ссылки будут, по сути, в описании к этому видео. Вы можете тыкать на ссылки, и вся информация у вас будет. Да? Вот, допустим, Excel с русским переводом. Вот это вот сюда вот нажимаем. Вставляем сюда вот, в браузер. Да? У нас открывается Google Drive. У нас вот это вот все открывается на башкирском языке. Вы прям вот это все можете зачитывать. Там, ну, в нужное время, конечно, в соответствии с мультфильмом. Зачитывать, и у вас как бы все будет, все, что нужно, будет. Таким образом, значит, волонтерский проект 01 состоит в том, что мне нужны 3 волонтера, каждый из которых возьмет по одному мультфильму. Волонтерская работа подразумевает то, что я не буду платить вам денег за проделанную работу, в отличие от тендеров. Да? И также подразумевается, что вы берете ответственность на себя, не только за то, чтобы перевести, но чтобы найти людей, которые смогут соответствующий текст зачитать, либо вы сами, разными голосами. То есть, допустим, в «Пионеры вселенной» там у нас, по-моему, 2 либо 3 голоса, то есть голос старушки, голос генерала. Но один из голосов могу зачитать я, как автор, да, то есть, как бы, в принципе, там не особо сложно. История Плутона, там, по-моему, тоже около 3 голосов, 1 женский, 2 мужских, по-моему, так. В том диванном мире, там, по-моему, 2 мужских голоса. Ну, это такие детские голоса, то есть нужно, и в Плутона тоже такие какие-то, как будто мультики, то есть взрослым басом как бы сложно там озвучивать, да, вот как бы тоже учтите этот момент. Вот. То есть, прошу обратить внимание, те, кто работает у меня по тендерам, не берите этот проект. То есть, те, кто сейчас работает по тендерам, работаете по тендерам, этот проект для новых людей. То есть, мне нужно, как бы, для канала Bashkirtization нужны будут новые люди, которые будут переводить, новые голоса. В будущем, если у нас все хорошо пойдет, я планирую, что у нас будет матричная система, то есть у нас будут люди, которые переводят профессионально, смотрят, чтобы все помещалось в открывание рта персонажей. Это конкретно люди, которые на это обучены и знают, как это делать. Будут люди базы голосов, то есть много людей, которые имеют соответствующие голоса, допустим, детский, мужской, детский, женский, там, взрослый бас, взрослый тенор, там еще что-то, да. И когда нужно, можно будет к этой базе обращаться и просить соответствующих людей, чтобы они соответствующими голосами все озвучивали. То есть это будет матричная система, она будет более удобной, более правильной. Сейчас я пока так не делаю. То есть каждый, кто берет проект, вы, как бы, я прошу вас найти соответствующих людей, самим попросить их озвучить и так далее, и так далее. Да? То есть как бы вот так вот, пока так. То есть от простого к сложному мы идем постепенно к тому, чтобы все было более продвинуто, но пока именно так. То есть, возможно, волонтерский проект 5-6, когда он будет, да, там я предложил уже более серьезные какие-то фильмы, и, соответственно, попрошу, у меня будет база данных по голосам и так далее, там уже можно будет более серьезно что-то делать и так далее. Теперь, значит, ну, задача вам понятна. Перевести на башкирский язык текст субтитров, озвучить соответствующими голосами на башкирском и прислать аудиофайлы с озвучкой на электронную почту. Да? То
есть, если вы взяли, допустим, Пионеры Вселенной, вы по Пионерам Вселенной посылаете. Если вы взяли историю Плутона, посылаете историю Плутона, ну и так далее. Срок на все это 10 дней после того, как вы взяли соответствующий как бы, проект, соответствующий там, мультфильм для перевода. Но этот срок можно продлять, но нужно со мной договориться. То есть, вот, допустим, 9 дней подошло, 10-й день один остался, вы не успеваете, вы мне просто в WhatsApp пишете: Шамиль, можно еще 10 дней? Я говорю: без проблем, главное, чтобы было качество, чтобы было все хорошо и так далее. Срок я ставлю именно для того, чтобы была ответственность. То есть, вот если появятся люди, которые взяли проект, какой-то мультфильм, и не стали его делать, просто забили, либо сделали так-сяк, но мне просто, я их как бы включу как бы в голове мысленно, там, ну, соответствующий как бы список черный, да, blacklist, и я просто в будущем буду говорить, что вот данный проект никто не сделал, вот, пожалуйста, кто-то другой, пожалуйста, сделайте его. А людей, соответствующих, кто взялся и не сделал, ну, я просто не буду допускать к будущим проектам. Вот, то есть все ссылочки здесь есть под волонтерский проект 01. Теперь, что хотелось бы еще сказать. Да, вот само местонахождение этих файлов. То есть вы можете здесь их прочитать. Вы можете просто вот зайти на переводе на башкирский, посмотреть обязательно все эти видео и сами эти фильмы. То есть сами 3 мультика, которые здесь есть. Некоторые не умеют субтитры смотреть. Вот, допустим, вот под «Том диванном мире» тут субтитров нету, под них Excel, да, а вот под «История Плутона», видите, тут есть субтитры на русском. Как вообще, что сделать, чтобы появились субтитры? Нажимаете вот на эту штучку, допустим, нет субтитров у вас. Нажимаете вот на шестеренку, выбираете субтитры, выбираете русский язык, да, и появляются субтитры. Появляются субтитры, да? В теории вы можете прямо на YouTube перевести эти субтитры на башкирский язык. Для этого вам нужно посмотреть видео, которое называется Tender 03. У меня есть вот тут. Там я рассказываю, как это сделать более подробно. Да? Ну, либо Сделать следующее. загуглить и так далее. Либо ко мне обратитесь, я вам просто отдельно расскажу, как это можно прямо на YouTube. Здравствуйте. Сейчас, ну, давайте, ладно, не буду здесь, потому что тут есть некоторые моменты, которые не хотелось бы демонстрировать. Вот, смотрите. Я понимаю, что это видео достаточно долгое, тем не менее я прошу тем людям, волонтерам, которым это реально интересно, обратить на это серьезное внимание. Да? Субтитры вы можете прямо в YouTube делать. Об этом рассказывается в видео в плейлисте Tender 03. У меня такой плейлист, просто найдите на канале и посмотрите. Либо загуглите, как перевести субтитры. Да? Там есть возможность перевести субтитры всегда. Вот, допустим, вот тут вы видите, да, кнопочка «Перевести». Нажимаете «Перевести», тут башкирского нет языка, да, тут башкирского нет, ладно. Это отдельная история. То есть видео Tender 03, там это есть, там это показано. Теперь, если же у вас телефон, с телефона вы тоже можете видеть субтитры. По умолчанию субтитров там почему-то нету. В телефоне тоже вы запускаете YouTube, нажимаете на шестеренку, там есть возможность остановить, нажать на шестеренку, выбрать качество видео, скорость, с которой идет видео, и выбрать субтитры. Да? То есть даже если у вас телефон, нет компьютера, вы без проблем можете посмотреть видео, включить субтитры на русском и перевести. То есть представим ситуацию, вы человек, у которого есть только iPhone, да? У вас нет ноутбука, но вы хотите помочь перевести на башкирский язык фильм и мультфильм. Что вы можете сделать? Вы берете, заходите здесь на YouTube, на телефоне. Вы не знаете английского языка, вы знаете только русский. Да? Вот это идет на английском языке. То есть аудио идет на английском, субтитры на русском. Вы у себя на телефоне включаете субтитры на русском, переводите их на башкирский,
у вас тут в этом же телефоне находится диктофон, в закрытом помещении, как нужно, вы когда перевели на башкирский язык, там на листочке написали, еще что-то, их читаете, и эти аудиофайлы посылаете мне. И я получаю эти аудиофайлы и монтирую мультфильм на башкирском языке. Естественно, вам нужно это делать не только с самим, да, то, что у вас голос, вряд ли у вас одновременно и голос Плутона, и голос Jupiter, large and in charge. и голос у других персонажей, да, вряд ли. То есть у вас совершенно разные голоса должны быть, там и женские, и мужские и так далее. То есть вот разные голоса вам нужно будет записать и послать. Все элементарно и просто. И это можно поставить на поток. То есть если это поставить на поток, то это будет большое количество фильмов и художественных мультфильмов и художественных фильмов на башкирском языке. То есть для этого нужно желание, соответственно, какой-то элемент пассионарности там, и так далее, и так далее. Да? Вот. Я, по сути, моя задача не поймать рыбу, а дать удочку. И я хотел бы, чтобы таких каналов, как канал Bashkirtization, было как можно больше. Я хочу, чтобы другие ребята, попробовали вначале тут у меня какие-то волонтерские проекты, что-то перевести, а потом пытались сами создать свои каналы и переводили там на башкирском языке. На текущий момент я знаю 2 канала. Это Балавар.орг Ильдар Кенебулатов и Фалан Таган Марсель Урманшин. Ну и мой канал Шамиль Мангильдин Bashkirtization. Вот все, что касается перевода на башкирский. Да? Больше других каналов, кто бы занимался переводом на башкирский, я не знаю. Поэтому, если вы хотите этим заниматься, я буду только рад. Чем больше людей переводят на башкирский, тем лучше. И на самом деле, вот давайте поговорим о таких вещах, как о зависти, конкуренции там, и так далее, и так далее. Что такое зависть? Да? Зависть, она проистекает от рептилоидной части мозга. Потому что мозг обезьян видом Homo sapiens состоит из рептилоидной части мозга и неокортекса. Задача рептилоидной части мозга – это еда, размножение, доминантность. Ну и всякие там эмоции, связанные с этим. Зависть, там, ненависть, любовь там, и так далее, еще что-то. Это все рептилоидная часть мозга. Неокортекс – это логическое мышление, это компьютер, это робот, который просчитывает ситуации. И вот недоразвитая обезьяна, у нее не развит неокортекс. И она завидует. И эта зависть, она идет во вред. А зависть, она может быть не только во вред, она может быть и на пользу. Вот объясню, в чем разница. Вот если вы завидуете кому-то, и поэтому пишете всякие гадости, там, сплетни про кого-то, там, все время делаете, и вам, там, вот, перевод плохой, там, не тот мультфильм выбрали для перевода, я выбрал другой, еще что-то там, какие-то такие завистливые моменты у вас есть. Когда вы это делаете, вы никоим образом не помогаете развитию башкирской нации, там, о детях никак не заботитесь, о башкирском контенте и так далее. То есть ваша зависть – это просто проявление ваших негативных эмоций. Никакой пользы от этого нету. Если ваша зависть превращается в конкуренцию, что вы что-то создаете свое, да, вот, то есть вот человеку не нравится, например, как перевели на башкирский что-то, или выбор мультфильма не нравится. Ну, пожалуйста, если тебе не нравится, ты выбери другой мультфильм и переведи его, как бы, да. То есть все просто. Не нравится этот мультфильм, выбери тот мультфильм, который тебе нравится, и переведи его на башкирский язык. Все просто. И тогда получится, что ты принес какую-то пользу башкирской нации, детям и так далее, будущим поколениям. Если же ты просто трындишь где-нибудь там в WhatsApp, еще где-то, то ты просто изливаешь свою грязь и показываешь, кто ты есть. И от этого нет никакой пользы. Ни башкирской нации, вреда мне от этого нету. Да, то есть, как бы, потрындел какой-то, значит, Г и 3 точки, да. Ну, я знаю, что большой процент от представителей башкирского этноса является Г с 3 точками. Я это прекрасно знаю. У меня есть опыт общения, да. Я не для вас это делаю, не для вас я перевожу все это, да. И для волонтерам я тоже хочу сказать, мотивация должна быть правильная. Не нужно среди современников искать поклонников вашего таланта и то, что вы делаете, да, там, и так далее.
Вы это делаете для будущих поколений, чтобы ваши дети окончательно не ассимилировались, помнили язык, потому что они будут общаться через вот эти все смартфоны, телефоны и так далее. Им нужен контент на башкирском языке. Мультфильмы, современные фильмы про космос, фантастика и так далее, и так далее. Да? То есть вот тут еще какой момент есть. На башкирском языке очень много всяких клипов. Там кто-то поет, танцует, там девушки, парни, там очень много. Да? Но их мало на самом деле. Но если сравнить, то вот фильмов там 40, например, мультфильмов там 50, да, вот я базу данных сделал, да, там примерно так. А вот этих клипов, ну там их 1000 там, наверное, да. И почему люди делают клипы? Аудио, то есть вот эти музыку там танцуют, поют и так далее. Это идет, в том числе идет мотивация от рептилоидного мозга. Вот им хочется там, она такая красивая женщина, там девушка, она там, значит, танцует, показывает себя, свой голос и так далее. Когда вы переводите, вы себя не показываете. И поэтому у вас мотивация, связанная с рептилоидной частью мозга, она у вас в меньшей степени присутствует. Поэтому, но, тем не менее, давайте зададимся вопросом, а что нам нужно как нация в части видеоконтента? Мне кажется, что перегиб в части музыки, игры на курае, там вот это все, он налицо. То есть это должно быть, это народная национальная культура, его и так очень много по сравнению с другим контентом, да? А не хватает именно фильмов, мультфильмов на башкирском языке. Можно фильмы, мультфильмы снимать, это правильно. Но сейчас их так мало, что можно гораздо более дешевым способом решить проблему. Гораздо более дешевым способом. Этот способ – это просто переводить то, что есть. То, что не нарушая законодательство, можно переводить. То есть не нарушая авторских прав и так далее. Да? Такого материала не очень много, но есть. Есть материал, который, не нарушая авторское право, можно переводить на башкирский язык, и вы, собственно, его и видите. Понимаете? И это дешевый способ решения проблемы. Как бы, и это очевидный способ решения проблемы. Я, когда в 2017 году еще обращался к Курултаю, я удивляюсь, почему до сих пор ничего не сделано. Да? Вы видите, значит, обращение было от октября 2017 года. Я просил делать то, что здесь, вот сейчас я сам делаю то, о чем я просил уважаемый Курултай делать еще в октябре 2017 года. Да? То есть вот посмотрите вот это обращение, там есть большой список там, фильмов, мультфильмов, которых необходимо перевести на башкирский язык. По этой ссылке вы можете увидеть. Никто ничего не сделал. Было много разговоров, конференций, заседаний и так далее, но никто ничего не сделал. Это октябрь 2017 года. Я напоминаю, сейчас у нас февраль 2020 года. Я напоминаю вам, что 20 лет это одно поколение, да, 20 лет, там, чтобы родилось поколение. И это получается, что у нас 18, 19, будем считать там 2 года, например, да? Это 10-я часть от жизни, от рождения нового поколения. Вы представьте, вот если ваше поколение, значит, не будет иметь контента на башкирском языке, оно ассимилируется достаточно быстро и исчезнет. И потом как вы будете родной язык восстанавливать? Просто задумайтесь над этим вопросом. Вы элементарную вещь не можете сделать. И элементарную вещь понять не можете, что одна учительница, которая, значит, преподает в школе, да, вот сколько человека часов информации на башкирском языке она даст. Вот 30 учеников у нее сидят, за час, там, за 40 минут, там, я не знаю, да, она 40 минут умножаем на 30 человек, 1200 человека минут башкирского языка. А теперь представьте какой-то фильм на башкирском языке, который идет час. И этот фильм, он будет лежать и сейчас, и через 100 лет, и через 200, и через 500 лет. И любой потомок, правнук сможет его посмотреть. Да? И если там количество просмотров будет 100 тысяч, допустим, или там 10 тысяч, то вы сравните 10 тысяч человека часов и 1200 минут. Да? Что больше приносит пользу для башкирского языка? Сравните просто такие моменты. Да? Потому что человек один раз провел какой-то урок, 40 минут прошло, до свидания. Видео навечно.
Видео в любой момент можно посмотреть, понять там субтитры и так далее, да, то есть как бы услышать речь на родном языке, находиться в любой точке земного шара и так далее. Этот момент тоже прошу учесть. Да? Ладно, это видео у нас получается очень длинным и в какой-то части эмоциональным. На самом деле я не планировал так длинно. Прежде чем закруглиться, хотелось бы еще кое-что сказать. То есть вкратце резюмировать. В общем, у нас есть волонтерский проект 01. Под этот проект тех людей, кто работает по тендерам, я прошу не обращаться. Да, то есть те, кто по тендерам со мной на текущий момент работает, не обращайтесь. Мне нужны новые голоса, новые люди. Те люди, кто считает, что смогут найти соответствующие голоса для переводов этих 3 мультфильмов, и кто способен сам их на башкирский язык перевести, и имеет желание и возможность, и соответствующий диктофон имеет, да, то есть вот эти моменты все у вас должны быть. Только в этом случае обращайтесь, конкретно один мультфильм берете, я согласуюсь с вами, устанавливаем срок, 10 дней для начала, и вы начинаете это делать. Это видео называется «Волонтерский проект 01». Оно у нас будет вот здесь вот в переводе на башкирский, в этом плейлисте, ну где-то вот, наверное, вот здесь вот, ну либо в самом конце. И сами вот эти мультики здесь есть. И обязательно в самом конце вы произносите там на башкирском, что этот мультфильм переведен на башкирский, там Башкортом Башкортбаевым. Ну, соответственно, вас если зовут по-другому, вы по-другому. Ну, это как шутка я тут написал, вы, наверное, как бы все очевидно, вы все поняли. Так, о чем же я еще вам умолчал? О чем же я еще умолчал? Давайте все-таки я еще раз для людей, для которых, может быть, не сразу все понятно, объясню. Есть видео по поводу плеера VLC. Если у вас проблемы с интернетом, не умеете работать с YouTube, скачайте VLC, работайте с медиаплеером VLC. Это видео находится вот здесь, вот оно, VLC Media Player. Нужно, чтобы в помещении... Видите, да? Дальше. Вот у нас есть, допустим, мультик «История Плутона». Открываю с помощью плеера VLC. Вот он, VLC Media Player. Открыл. Этот мультик Этот мультик идет на английском. Я под него сделал русские субтитры. Вот «История Плутона» Russian, да? Мы вот так вот переносим. И теперь все будет с русскими субтитрами. Планета, да? Харон — это имя там кометы, какой-то планеты, вокруг Плутона там что-то обращается, вот видите, да. И так далее, да, вот. То есть вы видите текст на русском. Вам нужно этот текст на русском перевести на башкирский. Это номер 1. То есть вы заходите сюда, «История Плутона». Это как обычный текстовый файл. И вы можете прямо в этом файле написать там по-башкирски «История Плутона», да, Плутон тарихы, там, например, я не знаю. Вот вы написали «Плутон тарихы». Это у нас 3 секунды с 3 по 5 секунды. Вот сейчас вот это добавится. Вы посмотрите. Сохранили. И давайте еще раз его сюда. Запустили. Так, почему-то не вышло. Сейчас. Вот так вот. Давайте вместо «Истории Плутона» вот так вот «Плутон тарихы» поставим. Видите, звездное движение, Плутон тарихы. То есть вы прямо вот в этом файле берете и по-башкирски пишете все, что надо. Полностью перевод. Потом, когда вы это написали, у вас тут уже текст будет на башкирском. Находите человека, у которого голос похож вот на этот голос. Слышите, да, голос? Вот примерно такой голос. Он озвучивает Солнце. Прямая трансляция из Млечного Пути.
вы перевели это на башкирский, видите на башкирском этот текст, берете диктофон, вот он диктофон, зачитываете в тишине полной, чтобы не было шумов, эхо и так далее, зачитываете этот текст голосом солнца. Либо вы лично, либо человек, который обладает голосом солнца. Записали, да, человека с голосом солнца. Их может быть несколько раз тут. Потом с голосом там Харуна, это какая-то девочка. Записали голосом Харуна. И так далее, и так далее. И эти аудио посылаете мне вместе с файлом вот в этом субтитров на почту, которую я вам shamangildin2@gmail.com. В принципе, если вы все сделали правильно, то этого достаточно. Я после этого монтирую соответствующий мультфильм на башкирском, и у нас есть еще один мультфильм на башкирском. И я его включаю в базу данных видеоконтента на башкирском языке. Свободный доступ, любой ребенок, желающий, ну и взрослый, желающий смотреть фильмы и мультфильмы на башкирском, его смотрит. Вот так должно работать. Если есть какие-то замечания, то есть там звук не очень хороший, например, либо чаще всего бывает, либо фраза слишком длинная, что она не помещается в открывание рта. Потому что по-башкирски как-то очень длинно получается, а по-английски они очень коротко так изъясняются. Очень часто так бывает, что фраза не помещается. Тогда я буду просить сократить фразу. Сократить, и как-то можно переделать ее, то есть более короткий вариант. Ну и там, в общем, мы уже будем смотреть. И вы сможете, если вы это сделаете, вы сможете реально помочь тому, чтобы у нас было побольше контента на башкирском языке. Вот, да. Это видео, я так понимаю, уже достаточно длинное, поэтому нужно уже закругляться. Напоминаю, что ссылка на все эти файлы, на волонтерский проект, вот эти все ссылки, сам этот файл, ссылка на этот файл, будет в описании к этому видео, которое вы смотрите, которое называется «Волонтерский проект 01». То есть это у нас будет плейлист «Переводим на башкирский». Здесь будет файл, который называется «Волонтерский проект 01». В описании к нему, то есть вот здесь в описании, да, будет ссылка вот на этот файл. Вот эти все ссылки тоже будут, которые вы здесь видите. Ну, чтобы все это было, чтобы у вас не было вопросов. И я рекомендую вам посмотреть, чтобы понимать вообще общую картину, да? Видео база данных, видео про VLC Media Player и общую ситуацию, чтобы у вас было понимание, что у нас с контентом на башкирском языке в части мультфильмов и фильмов, почему мы находимся в таком положении. Как бы, ну, на этот вопрос я не дам вам ответа, но историю вопроса вы должны видеть и вообще понимать, что к чему. На этом я прощаюсь. Всего хорошего. И волонтерам, которые реально захотят помочь, я желаю всяческих успехов и делать правильный выбор. И, как бы это сказать, унаштар хедге теляем. Халбоват.